Самолет заходит на посадочную полосу. Важных пассажиров еще задолго ожидают в аэропорту. Родители Героя России Адама Хамхоева встречают председатель Народного собрания Ингушетии, руководитель администрации главы и правительства региона, представители военкомата и родные. Высокий наград в стране президента Илария Адама Хамхоева знали как блестящего офицера и грамотного командира. Капитан геройски погиб на Украине в конце мая этого года. Указом президента его посмертно удостоили звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Хамхоеву Ираху Мухтаровичу передается медаль «Золотая звезда Героя Российской Федерации». Отец горд своим сыном, который до конца отстаивал честь и интересы страны. Герой России, просто я горжусь и все. Главный сундук когда вы сделаны саграм сачекуят главный но еще зачеквалыр. Гибель капитана Хамхоева стала для всех потрясением. Ингушетия лишилась достойного сына своего народа. Адам Хамхоев окончил Рязанское высшее командное училище воздушно-десантных войск. До участия в спецоперации на Украине служил в Ульяновске, находился в активе офицеров, которые первыми оказывали поддержку землякам за пределами Ингушетии. Вот аудиозапись, которую за несколько дней до своей смерти Адам отправлял своему единственному брату. Ничего, алхамдулилlah, лорбу, солдаты лорбу. Скоро адады ердерге. Ажу ети, знаешь, чего? Ажу ели. Адути. Тима, коняка соцпарти. Что все своим чередом идет, Боже. Аллах как милый. Жадные и трусливые пусть умирают в колыбели, а шазадим. Слова настоящего героя, который пожертвовал собой ради защиты мирных граждан. Он до последнего находился на передовой. Адам Ерахович командовал десантно-штурмовой ротой десантно-штурмового батальона 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Он оставил о себе след навсегда. И то, что глава государства присвоил ему столь высокое звание, значимое событие для всего народа. Он себя проявил как отважный офицер. И это, конечно, для всей республики Ингушетия большой пример мужества. Я надеюсь, что на его примерах будут учиться наши подрастающие поколения, наших ребят, потому что он действительно показался достойно. Отзывы были самые прекрасные от командиров, от начальников. Я непосредственно с ними сталкивался, разговаривал. И надеюсь, что по его дороге, который закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище в 2014 году, и по его стопам пройдут многие ребята. Адам был самым старшим сыном в семье. Его похоронили в родной Ингушетии. Капитан погиб на 31-м году жизни. У него подрастает сын. Подвиг героя будет жить вечно, как и память о нем. Зелимхан Калоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.